Каждый из нас должен быть как Мухаммед Али, поэтому он и был чемпионом. Он бежал, пока не обессиливал, а потом бежал еще 5 километров. Сура Бакара, отлично. Смотри, такая же, как и сура Фатиха. А когда плохо, все, потек, поплыл, сдулся сразу же. Месяц, который должен быть месяцем поста, месяцем аскетизма, месяцем похудения, месяцем осознания, превратился в месяц объедалова. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату, братья и сестры. В преддверии наступления священного месяца Рамадан предлагаю вам ознакомиться с курсом нашего брата Наиль Хазрата из Казани. Курс называется «Рамадан 100%». Он содержит в себе определенную программу действий, которые помогут провести вам Рамадан наиболее продуктивно, максимально потратить это благословенное время на то, чтобы приблизиться к Аллаху, чтобы исправиться. Перейдя по ссылке, которая находится в описании под видео, вы можете ознакомиться с теми элементами и с той программой, из которой этот курс состоит. Уже более 600 мусульман прошли обучение на этой платформе, и отзывы некоторых из них вы можете прочитать на этом сайте. Также в описании будет вторая ссылка, перейдя по которой вы можете оставить заявку на участие в бесплатном вебинаре, который будет проходить каждый вечер в 19 часов до 5 числа месяца Рамадан. Вы оставляете заявку, вам присылают форму, вы ее заполняете, и вам присылают ссылку на подарок за регистрацию. Сам я этот курс не проходил, но, судя по положительным отзывам, информация там стоящая. Помню, как-то раз мусульманин один открыл круглосуточный магазин. Вот только открылся, начал собственный бизнес. Ну, все знают, поначалу трудно. И вот он только открылся. Мы его встретили. Говорим, как бизнес, брат? Альхамдулиллях, братья, альхамдулиллях. Он восхвалил Аллаха в ответ на вопрос, как бизнес. Говорит нам, альхамдулиллях, хвала Аллаху. Потом он поднялся, делишки в гору пошли. Встречаем, говорим, брат, как бизнес? Очень хорошо, брат, очень хорошо. Когда на мели был? Альхамдулиллях, брат, альхамдулиллях. А как поднялся? Очень хорошо, брат, очень хорошо. Все хорошо. Бывает и наоборот, люди на грани Аллаху поклоняются. Когда дела хорошо идут, Аллаху Акбар, человек в мечеть ходит. А когда плохо, все, потек, поплыл, сдулся, сразу же. Что наставлял пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Держись прямоты. Братья мои, смотрите. В соблюдении ислама не все просто, не все гладко, не все как по маслу. Но благая весть праведникам. Аллах говорит, обрадуй терпеливых. Держитесь, братья, кто вытерпит, им великая награда. Это и есть истинный успех. Придерживаться ислама до конца. До конца, братья, до самого конца. Вот, допустим, человек бежит марафон. Выкладывается по полной. Но в итоге на полпути он падает, к нему подбегают, грузят на носилки и уносят. А другой пешком идет. Мы с вами можем смеяться над ним. Типа, а чё он пешком-то идет? Просто пешком, просто идет. Но он дойдет до конца. Я не к тому, что надо в полсилы ислам соблюдать. Но не бери на себя слишком много, чтоб потом ислам не бросить. Всевышний Пречистый Аллах говорит в Коране. И еще красивый хадис есть в тему. Длинный, но я сокращу. В Коране Аллах говорит о людях Урва. Были люди. Жили в одной империи. Полностью хадис очень длинный. Но мораль истории следующая. Там мальчик жил, он ислам принял, а местный правитель утверждал, что он бог. Да убережет от такого Аллах. И вот люди поклонялись ему. А мальчик этот был мусульманином, верующим. И он умер на исламе. Правитель сначала никак не мог убить его.
Это было знамением. Мальчик сказал ему: «Ты только тогда сможешь меня убить, если скажешь бисмиллях, с именем Аллаха, с именем Господа этого мальчика». И он сказал бисмиллях, а ведь все это перед людьми происходило, которых он призывал поклоняться ему. И когда он убил мальчика с именем Аллаха, все это общество приняли ислам. Какова мораль? В этом была мудрость Аллаха, что мальчика можно будет убить, только произнеся имя Аллаха, а правитель себя Богом называл. Но когда люди увидели, что мальчика только с именем Аллаха получилось убить, они поняли, кто истинный Бог, и каждый из них принял ислам. Каждый человек подчинился Аллаху Всемогущему Велик. И правитель обратился к людям с требованием продолжить поклоняться ему, но они были непреклонны. Твердо стояли на исламе. Он сказал: «Я расправлюсь с вами». Велел выкопать ров, разжег в нем огонь и начал бросать людей в этот ров. Сжигал заживо. Эти люди мусульманами пробыли всего ничего. Только что приняли ислам, только что подчинились Аллаху. И вот уже вырыт ров, разожжен огонь, и вот их уже бросают туда. Представляете? Ты принял ислам, и тебя тут же бросают в огонь. И среди людей была женщина с грудным ребенком. И когда ее вот-вот должны были бросить в огонь, она испугалась. И с ней заговорил ее ребенок. Он сказал: «Мама, ты на истине, не отказывайся от нее». Ребенок сказал матери: «Не бойся, прыгай в огонь. То, во что ты уверовала, истина». Их всех бросили в огонь, и они все сгорели заживо. Братья, давайте на чистоту. Вот история про общество, которое приняло ислам, и их тут же сожгли заживо. Ну а теперь посудите сами. То, что с ними произошло, было для них победой или поражением? Поражением? Ну, казалось бы. Ты только что ислам принял, не успел еще ничего сделать, не построил мечети, ни одного намаза не прочитал. Ты просто подчинился Аллаху, уверовал во все, что Он ниспослал, и вас всех сожгли. Но что Аллах об этом сказал? Аллах говорит, это величайший успех. Что вот эти люди, которых сожгли, это самые успешные люди. Я поначалу читал эти аяты и думал, а в чем же успех? Нет, ну вот на самом деле. В чем их подвиг? Они приняли ислам, и их сожгли. Ну то есть, понимаете, да? Что особенного они совершили? А знаете что, братья? Они устояли на исламе. Не повернулись вспять. Стояли до последнего. И Всевышний Аллах говорит, это величайший успех. Братья, возможно, всем нам Аллах уготовил долгий путь. Очень долгую дорогу. И если мы вот сейчас свернем, вот я вижу молодежь, 20 лет, 25, 30. Нас уже шатает. А к 50-60 годам что будет? Абдуллах, сын имама Ахмада, сказал: «Я был рядом с отцом, когда он умирал. Говорит, я был рядом. Это Абдулла, сын имама Ахмада. Ахмада бин Ханбаля. Я, говорит, рядом был, когда отец умирал. И он говорит, я видел, это на моих глазах происходило, когда он испытывал муки смерти. То терял сознание, то приходил в него, то снова терял. И он говорит, когда мой отец пришел в сознание, он сказал: нет еще, пока еще нет. А потом, говорит, отец снова потерял сознание. И Абдуллах сказал, я тогда не понял, почему мой отец это говорил. Я, говорит, забеспокоился. Может, мой отец за мирскую жизнь держался?
А ведь мы говорим об одном из величайших ученых в общине Мухаммеда. И вот он говорил: еще нет, еще пока нет. И Абдуллах сказал: когда мой отец снова пришел в сознание, я спросил его об этом. Я очень хотел знать, почему же мой отец повторяет: нет, еще пока нет. И вот он говорит: когда мой отец снова пришел в сознание, я спросил у него: о мой отец, почему ты говорил нет, еще пока нет? Что ты имел в виду под этими словами? Он говорит: Абдулла, передо мной стоял шайтан. И с сожалением говорил: Ахмед, ты выскользнул из моих рук. Ты выскользнул из моих рук, Ахмед. И я ему сказал: еще нет. То есть, пока я жив, борьба с ним будет продолжаться. И это человек на смертном одре, мои братья. А мы на его месте как бы себя повели? Мы бы что сказали? Мы такие самоуверенные, типа: ну я бы справился. Меня поймать трудно, шайтан бы не смог. Чё, правда, что ли? Серьезно? Имам Ахмед, испытывая муки смерти, говорил: нет еще, борьба с шайтаном не закончена. Она все еще продолжается. Пока я не умру, продолжится борьба с дьяволом. А ты с ним и при жизни не борешься. С имама Ахмеда пример берите. Вот это прямота, твердость до конца. И те, кто так живут, обретут успех. Братья, наступает месяц Рамадан. Сейчас, братья, еще недолго. Еще несколько мыслей скажу и закругляемся. Смотрите. Месяц Рамадан на носу. Вот честно, да, я всегда спрашиваю: какие у тебя намерения на этот месяц? Величайший месяц в году, братья. До него менее 2 недель. Сколько из нас готовы к нему? Сколько из нас искренне готовились к нему? Да даже какой там готовиться? Вообще, кто из нас в своем сердце изголодался по месяцу Рамадан? По величайшему месяцу в году. Передается, что сподвижники пророка 6 месяцев, полгода после Рамадана умоляли Аллаха в слезах, чтобы он принял их пост. А следующие 5 месяцев, вторую половину года, они умоляли Аллаха в слезах, чтобы он дал дожить до следующего Рамадана. Смотрите, как они к нему готовились. Братья, месяц Рамадан грядет. Что вы приготовили? Какие у вас намерения на Рамадан? Братья, это месяц, когда двери рая открываются. Аллах всемогущ, Он и велик. В этот месяц спасает людей от ада. Хотя люди в этот месяц, к сожалению, к моему великому сожалению, не хотят оценить все его прелести. Люди так узко смотрят на Рамадан, больше не мечтают о нем. А ведь в этот месяц Аллах выбирает людей для того, чтобы защитить от адского огня. Аллах делает запретным огонь адского огня для некоторых людей. Неужели не хочешь стать одним из них? Неужели тебе этого не хочется? Если я скажу тебе, что за этой дверью человек, который готов отдать $1 миллион, топ-10 в любом из видов соревнований, в любом виде состязаний, я думаю, каждый из вас постарался бы изо всех сил, потому что это шанс получить $1 миллион. А как же приз, когда сам Создатель сделает твою душу и тело запретными для огня? Рамадан, мои братья, это месяц Корана. И знаете, что печально? Очень печально. То, что месяц Рамадан, который является месяцем поклонения, месяцем ислама, месяц верующих, люди пренебрегают им.
Шайтан так сильно поработал. Так сильно, что мы перестали ценить этот месяц. Теперь Рамадан стал месяцем чего? Особых телешоу. А как же без этого? Сегодня в арабском мире есть телешоу, которые показывают только в месяц Рамадан. Несколько лет назад видел пожилую христианку. Причем не сказать, что соблюдающую. На ней не было платка, на ней было украшение, золотая цепочка. Ну, она видит, что я выгляжу как мусульманин. И она такая говорит мне: «Эх, скорее бы Рамадан». Реально говорю вам, так и было. «Скорее бы, — говорит, — Рамадан». Я такой думаю, зачем ей Рамадан? Почему она мне об этом говорит? Ты же христианка. Да, арабка, но христианка. Ну и вот. Я ее не понял. Говорю, мол, а вам зачем он? Она говорит, ну рамаданные телешоу будут идти. Даже христиане находят, за что ждать Рамадан. Для них это веский повод ожидать Рамадан. А мы, мусульмане, пришли в мир, чтоб людей в ислам призвать. Пришли в ислам по воле Аллаха. Для того, чтобы людей призывать к исламу, чтобы они в ад не попали, а попали в райские сады, чтобы людей вывести из тьмы неверия к свету веры. А в итоге что? Сейчас Рамадан превратился в просмотр рамаданных шоу, и это в величайший-то месяц в году. Месяц, который должен быть месяцем поста, месяцем аскетизма, месяцем похудения, месяцем осознания, превратился в месяц объедалова, в месяц еды, в месяц больших пиршеств. Есть сладости, которые готовят только в Рамадан. Вот в Рамадан заходишь в магазин и видишь сладости, которые только в Рамадан продают. Вот знаете, многих из нас одурачили. Типа, погодите, но ведь в хадисе от пророка передается, что дьяволы в месяц Рамадан заковываются. И люди думают, придет Рамадан, дам жару. Не, мой брат, не. Шайтан свои семена посадил. Еще до Рамадана. Шайтан над тобой работал на протяжении долгих месяцев. Так что в Рамадан ему даже не обязательно присутствовать, чтобы сбить тебя с пути. Он может не напрягаться уже. Хорошо поработал. И подтверждение тому многие из нас ощущают конкретно на своем примере. Давайте на чистоту. 90% в этом зале никак не готовились к Рамадану. У многих распорядок на месяц расписан. В такой-то день у него буду разговляться, вот этого числа к нему пойду есть. Весь Рамадан расписан. Все числа заняты. Но если спросить, брат, где будешь намаз читать в Рамадан? Куда будешь ходить на намаз таравих? И у него есть ответ на этот вопрос. Он скажет, где быстрее читают. Месяц ислама, месяц поклонения. Братья, ну как так-то? Весь год мы не пойми, чем занимались. И вот тебе выпал шанс, 1 месяц в году, получить много награды, быть прощенным Аллахом. Ты этот месяц тратишь так же бездарно. Месяц Корана, месяц книги Аллаха Всемогущего Велик. Самые большие ученые этой общины. Когда наступал Рамадан, все свои книги закрывали и открывали только одну книгу, книгу Аллаха. Прекращали знания получать, ведь наступил месяц поклонения, месяц чтения Корана. Сколько из вас готовы, братья? Знаете, в чем печальная реальность, братья? Коран есть? Можно передать, пожалуйста?
Дайте мне Коран. Самый обычный. Ага, вот его принеси. Сейчас я покажу вам, как шайтан работает. Джазакаллаху хайран. Наверное, многим это знакомо. Думаю, этот пример сейчас будет в тему. Мы о Коране заговорили. Вы же, наверное, Коран хотите читать в Рамадан? Так вот я хочу показать вам, как шайтан хорошо поработал. Я вам продемонстрирую, во что шайтан нас превратил. Я говорю, ему даже в Рамадан присутствовать не обязательно. Большинство из нас, братья, слабо читают Коран. Будем честны, многие из нас очень плохо читают Коран. И вместо того, чтобы месяц или два до наступления Рамадана потратить на то, чтобы подтянуть технику чтения, походить на уроки по чтению Корана, посидеть с теми, кто читает Коран, исправить свое плохое чтение, чтобы в Рамадан, когда награда приумножается, читать легко и много. Проклятому шайтану удалось убедить каждого из нас, что вне Рамадана Коран можно не читать, а вот Рамадан наступит, вот я-то покажу класс. Вот увидите, посмотрите, в первый же день Рамадана открою книгу Аллаха и понесется. У многих такое намерение. Причем вы ж поймите, я не сомневаюсь в вас. Я знаю, что вы искренни в своем намерении. Но в итоге как бывает? Наступил первый день Рамадана, Аллаху Акбару. Ох уж сейчас я почитаю. Поехали. Атмосфера какая, постятся все. Да, Рамадан особый месяц. В нем Аллах дает особое ощущение. Так вот, первые Рамадана, все собраны, мотивированы. И вот брат, который хотел прочитать Коран, такой приходит домой, берет с полки пыльный Коран. Ну потому что крайний раз он в руки когда его брал? В день покупки, наверное. Если у него вообще дома есть Коран. Но если он есть, он подходит к полке, берет Коран в руки. Ну и к своему стыду первое, что делает, это смахивает с него добрый слой пыли. Пыли он собрал ого-го как. Он ее с него стряхивает. И пока еще мотивированный, энтузиазм еще не прошел. И вот он, значит, садится. Да, жизненно, конечно. Все через это проходили. Ну ладно, я как минимум. Садится читать. Аллаху Акбар. Человек смотрит на первый разворот. Аллаху Акбар, ну разве не прелесть? Машаллах. Так много узоров и мало текста. Смотри, как красиво. Ну разве это не прекрасно? Такой маленький кружочек, и внутри несколько аятов. Брат впервые Коран открыл. Аллаху Акбар, видели? Какая красота! Что там в начале? А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, первая сура Корана. Ну Фатиху-то я знаю, чего мне ее читать-то? Ему на этой странице скучно, он ее перелистывает. Дальше. Сура Бакара, отлично. Смотри, такая же, как и сура Фатиха. Выглядит одинаково. Алиф, лям, мим. Дальше уже труднее. Целых 5 аятов? Ну 5 я, может, и осилю. Хотя 5 трудновато будет. Ну, в принципе, терпимо. Узоры красивые, мало текста. Потом он переворачивает страницу. И здесь его постигает величайший шок в жизни. А где узоры-то с широким отступом? Где узоры почти на всю страницу? Здесь такой отступ маленький. А текста-то сколько? Сверху донизу. Целых 2 страницы. Это что, сура Бакара? И что он дальше делает? Перелистывает страницы одну за другой, чтобы увидеть, где будет следующая бисмилляхир рахманир рахим. Когда следующая сура? Начинает листать. Листает. И вот спустя 52 страницы видит бисмилляхир рахманир рахим. Думает, не, пропустил, наверное. Он возвращается и понимает, что вторая глава книги Аллаха, Всемогущего Велик, занимает почти 52 страницы. И вот честно, что с тобой после этого происходит? Коран отправляется на полку. Человек деморализован. Он думает, не,
Коран не для меня. Лучше буду слушать его. Закачаю MP3 на флешку, поставлю в машине, и пока куда-то еду, буду иногда слушать. И что, шайтан виноват? В месяц Рамадан он закован, если чё. Или брат ни разу за весь год не прочитал фаджр в мечети. Приходит Рамадан, что он говорит? Намерение. Какое у него? Вот Рамадан, как наступит, на фаджр в мечеть пойду. Без отлагательств, в первый день. Фаджр в мечети. Шайтану даже не обязательно тебя сбивать, потому что вчера, в ночь перед Рамаданом, шайтан научал тебя обжираться. Да плюс к этому, спать ты лег ближе к утру. Важные дела были. И вот спишь ты, объевшийся, и на фаджр намаз ты уже не встанешь. Но потому что лег ты уже под утро. Ну как же, последняя ночь перед Рамаданом, надо ж оторваться как следует. Эта ночь даже как называется по-особому. Типа прощание с Рамаданом, что ли? Ну, короче, покуражиться. Собраться вместе. Ну и в компании всегда оказывается брат, который принесет что-нибудь покурить. Много принес, 3 пакета. Ну потому что как же, не просто ж так. Надо же успеть оторваться. Завтра ведь Рамадан, и человек думает не про фаджр намаз, и уж тем более не в мечети. Он просто куражится. Видите, как шайтан работает? Ты лег спать ближе к утру, и во сколько ты проснешься? Где-то за полчаса до асра. Просыпаешься ты перед асром. 1 числа в месяц Рамадан ты фаджр уже в мечети не прочитал. И какой у тебя настрой? Ой, тяжело это все как-то. На будущий год, иншалла. Здесь смешного мало на самом деле. Так его жизнь и проходит. От Рамадана к Рамадану. И каждый год самообман. В этот год точно исправлюсь. Подтяну Коран, на фаджр в мечеть, садака буду давать. А теперь вспоминаем, что пророк сказал тому мужчине. Веруй в Аллаха и придерживайся прямоты на этом. Так что, братья мои, идти прямым путем — это дар Божий. Нужно просить Аллаха об этом. И в этот Рамадан просите Аллаха, чтобы вел вас прямым путем. Просите Аллаха, мои братья, чтобы укрепил на исламе и дал придерживаться прямоты. Ведь это и есть истинный успех. В этот Рамадан, мои братья, если хотите преуспеть, с чего нужно начинать? Готовиться начинать надо за месяц. Но и сейчас не поздно. Если планируешь читать фаджр в Рамадан, то начинай уже за неделю до Рамадана. Если хочешь начать читать Коран в Рамадан, начинай читать уже сейчас. Дополнительные намазы планируешь? Начинай читать их уже сейчас. Если хочешь в месяц Рамадан начать читать викры, начинай читать их уже сейчас, чтобы по приходу Рамадана ты уже был на полной скорости. Чтобы набрать обороты, ты успел заранее. Рамадан наступил, а ты уже вовсю пашешь. Ты же перед финалом соревнований. Не начнешь трениться за день до начала. Ты за несколько недель начнешь. Неделями будешь готовиться. Таков настоящий чемпион. Это и значит быть чемпионом, доводить себя до предела. Однажды Мухаммеда Али спросили. Расскажу, и на этом закругляемся. Чемпиона по боксу Мухаммеда Али спросили. Чемпиона мира. Величайшего боксера. Из тех, что знал мир. Помню, как-то смотрел интервью с Мухаммедом Али. Его спрашивают. Мухаммед, скажите, сколько в день вы бегаете? Какой норматив? Он сказал, я пробегаю 5 километров в день. Вообще для профессионального атлета 5 км ни о чем. Ну, понятно, имеется в виду для хорошо подготовленного атлета. Из высшей лиги. Для них это немного. Ну, так вот интервьюер и говорит Мухаммеду Али, вы же чемпион мира, чё так мало? Я, говорит, думал, вы больше пробегаете?
Мухаммед Али говорит: не-не-не, вы не поняли. Не всего 5 километров. Я бегу столько, насколько хватит сил. Бегу до тех пор, пока дальше бежать не смогу. Выкладываюсь полностью, до отказа, а потом еще 5 километров. Поэтому он и был чемпионом. Он бежал, пока не обессиливал, а потом бежал еще 5 километров. Не то, что он вставал с постели, выходил из дома, пробегал 5 км и все. В этот Рамадан, братья мои, Аллах выбирает людей, которых спасает от адского огня. Неужели не хотите быть из них? Неужели не хочется? Посланник Аллаха, милосердный человек, человек, который проявлял милосердие к своим врагам. Да еще к каким врагам? Вот вдумайтесь, глава лицемеров. Когда умер лидер лицемеров, посланник Аллаха прочитал джаназа над ним. Пророк одежду свою отдал, чтобы в ней похоронили лидера лицемеров. Так вот, наш пророк, тот самый, который проявлял милосердие к врагам, стоя на минбаре перед сподвижниками, он сказал им: горе, горе тому человеку. То есть смотрите, с какого слова он начал, подчеркнуто. Сподвижники думают: кому горе? Ну то есть о ком речь? О ком посланник Аллаха так сказал? Пророк сказал: горе тому человеку, который застал Рамадан и все равно не получил прощения Аллаха. Горе тому человеку. Братья, Рамадан — это не шутки. Рамадан — это не время играть в игры. Да, у него своя приятная и веселая атмосфера, но напрячься тоже нужно. Так что, иншаллах, братья мои, каждый из нас должен быть как Мухаммед Али. Мы должны поклоняться Аллаху, пока хватит сил. А потом считать наши 5 километров. Готовы, иншаллах, к этому месяцу? Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату, братья и сестры. Рамадан скоро, чуть больше недели осталось. Хотел бы дать несколько советов, чисто по своему опыту, для тех, кому держать пост трудновато в силу его низкой выносливости. Это не касается братьев, которые начинают чувствовать голод только на 5-й день Рамадана, которые здоровые как быки, и все у них хорошо в этом плане. Это советы таким, как я, у которых недовес, выносливость на низком уровне. Я могу вам посоветовать отказаться, во-первых, от чая и кофе в Рамадан, потому что в течение дня, так как вы не сможете пить, влага в организме вам потребуется, а чай и кофе все-таки, как ни крути, это диуретики, то есть мочегонные. И чтобы сохранить влагу в организме, да, воду, вам нужно пить просто воду, потому что от обезвоживания в той или иной степени у вас кровь будет густеть, и из-за этого труднее будет проходить по сосудам, из-за этого будут головные боли, и это уже нагрузка на сосуды, это уже опасно, и этого нужно избегать. Также избегайте стрессов, потому что это очень сильные утечки энергии. Не зря же пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда сказал, что если в Рамадан, вообще не обязательно в Рамадан, просто в пост, да, если даже желательно это пост, кто-то будет провоцировать тебя на конфликт, надо сказать ему: я пощусь. Все, то есть не ввязываться в этот конфликт, не вступать в какую-то словесную перепалку, потому что в пост и так человек на минималках, да, то есть ему как бы хочется есть, пить, там тонус сниженный, да, тем более позже уже во второй половине Рамадана, там ближе к концу Рамадана, да, то есть силы нужно беречь. И поэтому не только духовному состоянию, да, вредит конфликт, но и с точки зрения просто физиологии, да, вы просто психическую энергию будете тратить, расходовать ее на стресс, и вам просто будет тяжелее поститься. Теперь насчет духовной стороны. В Рамадан принято налегать на чтение Корана, альхамдулилля, но все-таки мы в основной своей массе арабский язык не знаем, поэтому даже если мы знаем алфавит и знаем правила таджвида, то есть чтение Корана, и можем в оригинале Коран читать, все равно, несмотря на то, что многие слова мы уже понимаем, там, допустим, там «Я аюгаллавина аману» и так далее, да, аяты, которые часто встречаются, мы знаем, как они переводятся. Но все-таки, по большому счету, смысл тех аятов, которые мы прочитываем в оригинале, если только мы не читаем, допустим, с телефона, где
в приложении Коран, допустим, по очереди идут, да, аят на арабском, перевод, аят на арабском, перевод. Если мы так читаем, то да. Но если мы просто, то есть, открываем книгу, да, вот Коран на арабском и читаем, да, то большая часть смысла, она проходит мимо нас. Мы просто читаем и получаем духовную пользу, конечно же, очищаем, так сказать, общее пространство, да, то есть шайтаны убегают из этого места. Но все-таки Коран был ниспослан как книга для размышления. И если ты читаешь Коран, не понимая смысла, то большая доля благодати, бараката и вообще предназначения, основной цели вообще, целевой установки вообще ниспослания Корана, она теряется. Поэтому все-таки, чтобы не уходить от изначальной сути Корана, что читать его нужно для размышления, все-таки изначально, да, нужно не забывать про то, что читать надо с переводом. И даже если ты прочитаешь вот перевод Корана без арабского, да, и прочитаешь на арабском без перевода, субханаллах, я даже затрудняюсь сказать, в каком из этих дел будет бараката все-таки больше. Да, конечно, Коран — это благословенная книга, но все-таки, если есть возможность читать с переводом, надо читать с переводом. Ведь если ты превращаешь чтение Корана просто в технику правильного прочитывания определенной последовательности звуков, то тем самым ты при общем духовном успокоении, да, психическом успокоении, ты мыслительную пользу от него не получаешь. Ну, это как бы факт. Поэтому налегайте не только на чтение Корана, но и на чтение перевода Корана и размышления над ним. Я думаю, что лучше прочитать меньше, но с размышлением, чем больше, но без размышления. При этом, конечно же, никто не мешает читать одновременно и больше, и с размышлением. То есть, естественно, тебя ограничивает только твое свободное время и твое желание. То же самое касается викров и дуа. Часто люди просят транскрипцию какого-то дуа. Да, конечно, это хорошо, когда человек читает в оригинале на арабском, да, ну хотя бы по транскрипции. Плюс еще со смыслом, да. Но ведь бывает, что за желанием изучить какую-то дуа на арабском скрывается просто стремление именно соблюсти форму, но не содержание. Потому что дуа все-таки это порыв души, это зов сердца. Когда ты взываешь ко Всевышнему с осознанной просьбой, со смиренной мольбой, прося у него то, в чем ты нуждаешься. А когда ты читаешь, пускай даже на идеальном арабском дуа, без понимания смысла, ну как бы ты в общем и целом, да, примерно прикидываешь, что ну как бы да, я понимаю, о чем это дуа, но именно вот в момент произнесения каждого из этих слов ты не думаешь о смысле этих слов. И поэтому это тоже дуа, да, но она рассеивается, как бы размывается. Уже нет той концентрации. А ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха ла якбаль дуа мин кальбин гафиль». Поистине, Аллах не принимает мольбу, дуа от беспечного сердца. То есть нужно просить Аллаха осознанно и просить Аллаха с чувством. И в другом хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что просите Аллаха, когда у вас есть убежденность в том, что Аллах ответит. То есть это очень важная составляющая дуа. Тут такая может возникнуть ложная скромность. Типа, ну как же, я же такой грешный, ну вот я сейчас буду, получается, просить дуа, ну я же недостоин, наверное, того, чтобы Аллах мне ответил. И как бы да, вот в этом самоуничижении есть элемент очищения, да, вот сердца, но у этого есть и обратная сторона медали. Она заключается все-таки в, занижении милости Аллаха. Получается, ты сомневаешься, что Аллах тебе ответит, а ты, получается, сомневаешься, что милость Аллаха достаточно обширна, чтобы ответить такому грешнику, как ты. Аллах еще и не таким грешникам отвечал. Поэтому тут важно не забывать, что у кого ты просишь. Понятно, что если ты там прокосячился перед каким-то человеком там уже 10 раз, да, ну там реально уже как бы язык не поворачивается у него что-то просить, потому что, как бы ты понимаешь, что терпение не резиновое, да, но Аллах не подобен творениям. Не надо Аллаха мерить тем же мерилом, что мы
вот измеряем себя, да, и людей. Надо отдавать Аллаху должное и понимать, что ты обращаешься к царю царей. Вот у Аллаха есть одно из имен Маликуль Мулюк, царь царей, да? И ты должен понимать, что ты просишь у щедрого, ты просишь у того, чья щедрость, она даже не поддается осмыслению, осознанию. Это абсолютно необъятное как бы явление, да, вот милость Аллаха. Тебе только остается догадываться, там, субханаллах, насколько она может простираться, субханаллах. Поэтому дуа просите осознанно, Коран читайте осознанно, с переводом, с размышлением, и постарайтесь этот Рамадан, чтобы ваши дни не были похожими на обычные дни, потому что Рамадан все-таки это возможность, которая выпадает раз в году. И если ты будешь эти дни проводить как обычно, получается, ты не оценил должным образом ту награду, которая причитается человеку, который в Рамадан делал добрые дела, и ему за это там многократно приумножалось, да, за то, что он это делал в Рамадан. То есть отдельная награда за то, что ты в принципе делаешь добро, и дополнительная награда еще за то, что ты делаешь это в Рамадан. Постарайтесь провести Рамадан с пользой. Просите, пожалуйста, за меня дуа, чтобы Аллах простил меня, мою семью, и иншаллах я тоже за вас буду читать дуа. Джазакумуллаху хайран. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.